наступайте, если вы хотите побеждать. То, что вы говорите про хоспис, Я протестую против репрессий, которые господин Лукашенко производит уже 26 лет. Сейчас пришло время, нас много, и мы можем отстоять свои права. Обвиняют в том, что я держала какие-то листовки. Ну, я, конечно, догадывалась, что это сотрудники милиции, хотя никаких признаков, что это милиция, не было. Это были просто частные лица, это можно было расценить как бандиты. Наверное, это было очень, на их взгляд, очень большое преступление или правонарушение, за что меня посадили на 3 суток. Я являлась аккредитованным наблюдателем на 43-м участке для голосования. И в отношении меня тоже неправомерно произошло задержание без объяснения причины или без какого бы то ни было повода. Непонятна вся эта абсурдность ситуации, когда обычного правопорядочного гражданина обвиняют в совершенно надуманных каких-то обстоятельствах, в которых он не участвовал. Мы собрались в цепь женской солидарности для того, чтобы поддержать наш мирный народ. Мы выступаем против насилия и очень хотим, чтобы сейчас наш режим государственный поменялся. Это был очень добрый, отзывчивый человек, ответственный очень. По крайней мере, из нашей всей компании, которой мы там дружили. За останні 3-4 місяці, що відбувається у Білорусі, вірити нічому не можна. Правда, вона все одно справдиться. І мені здається, правда буде тоді, коли ми побачимо назви вулиць, ім'я Кості, Волковиску, у Гродні, Барановичах у Мостах. А вони будуть. А ніколи не буде назв вулиців Єрмошиних, Лукашенко і інших Соловйов і подобних до їх присмикаючих. Собралися усі люди супроть гвалту, супроть подмаду, супроть збиття, супроть того, що страшно пройти по городі, людей хапають. Як усі люди, хочу мира, хочу мирних перемін. Я пришла, было совсем мало людей. Потом пришли менты, нас стали гонять. Мы перешли сюда. Сказали, несанкционированное мероприятие. Либо штраф, либо сутки. Выбирайте.